И теперь придаем форму. Форма придается за счет того, что мы можем давить или изнутри, или снаружи на изделие. Да? То есть если мы давим изнутри, оно расширяется. Если мы давим, предположим, снаружи, то оно будет сужаться. Да, при этом руки должны оставаться влажными. Смотрите, вот если вы, предположим, из вашей вот формы можно сделать еще кружку или ту же тарелку, или что. Это зависит от того, по какому пути вы сейчас пойдете. Можно ее сейчас заузить, да, вот прям сжать, и она станет узкая, высокая. Или можно ее сейчас раскрыть, это будет тарелка. Да? Ну, сейчас мы можем только мало изменить дно, особенно в широкую сторону. Остальное все вариативно. Что хотите? Оставляем дно? Ну, то есть дно останется таким неизменным, остальное... Ага, то есть размер такой, да? Да, размер и вот дно. Так, Что будем делать? Давайте сузим. Сузим, да, вот начинайте плавно сжимать. Да. Но руки не дрожат. Ага. Аккуратненько, плавно. Хорошо, вы молодец. Так, резко не отпускайте. Очень у вас неплохо получается, Да? скажу я вам, да. Так, смотрите, а эту какую тарелку сделаем? Мы можем сделать, например, КТЯ. Или просто открытую. Что сделаем? Что хотите? Да, любую, наверное. Не знаю. Ну, при покраске, если, например, близко снимать, то будет хорошо вот и открытая форма. Да, тогда ее такую открытую оставляем. Давайте да? открытую. Так. У меня что-то косяк. И вот, чтобы снизу такой юбки не оставалось, мы ее вот уберем. Да, вот так. Пусть это будет, предположим, стаканчик. Так, ну и уже сами смотрите. То есть он может остаться таким, может быть кругленьким, может раскрыться, может наоборот под низ вот туда вот уйти, форму можно Чуть-чуть сделать. вот здесь бока. По желанию. И потом будем уже изделие готовое сушить и декорировать. Так. Такое оставим, да? Непонятно, да? Законченный вид передадим. У меня вот, кстати, никогда не было большой чашки. Ну, такая вот округлая. Или можем просто вот как чашку сделать, открытую чуть-чуть, нет? Нет, Такую хотите наоборот, прикрытую, да? Да, чуть-чуть слегка. Так-то в стенке еще есть запас, потому что вы ее сжали. Стенка стала толще за счет этого. Немножко толстенькая. Ну, пусть такая остается, да? Пусть останется. Хорошо. Ну и все. Теперь мы можем мыть ручки, сушить изделия. Так, отлично. Ну вот можем по-нормальному уже прям в ванне помыть. Ага, давайте. Фен строительный, поэтому вот этот железный наконечник руками не трогаем. Включаем и сушим только снаружи. Вот так, пару минут. Хорошо? Держите. Ну, ваша быстрее должна высохнуть. Площадь меньше. Скоро. Так, низ почти, а верх еще надо посушить. Ой-ой-ой. Ничего. Сейчас поправлю. Нормально так ткнула. Ногтем. Хотела бы.
справа. Это все справа, чтобы по движению было. Чуть-чуть остается, я ничего. Ага, дальше. Слушайте. Достаточно. Да. Теперь, смотрите, красочки у нас будут не такие, как в баночках, да? Краски называются ангобы, то есть они сами на основе глины идут, и это просто пигментированная глина. Вот они уже в таком виде, каким будут после обжига, да? То есть это сам цвет глины. Так. И вот все баночки смотрите по номерам, потому что некоторые изменятся очень сильно, да? Например, вот мы возьмем, это у нас какой серый, ну серый еще относительно, вот, видите? Вот он у нас идет. Дальше, предположим, возьмем оранжевый. Видите, какой бледный? Семерочка, да? Вот она. Да. Он будет яркий. То есть Так. смотрите на номер и берете цвет. Выбираете здесь цвета, берете баночку и всегда по движению. Да? То есть взяли красочку и красим всегда справа, по движению здесь. И можно внутри. Тоже всяко разно. Вот, большие тарелки хорошо красить в разные цвета. Это может тут вообще прикольно получиться. Если разные вот нанести, и они все перемешаются, и будет такая сложная мешанина, скажем так. Да? Здесь тоже можно покрасить и снаружи, и внутри. Так, а это у нас коралловый, да? Да, это у нас вот Да, я, наверное, да, выберу его. ограниченная, скажем так, цветовая гамма за счет того, Да. что ну, пигменты какие есть, да, скажем так, какие есть в наличии. Вот. И вот таким образом, и покушать. Ну, подожди, я маленечко Сюда? его разведу. Ага. То есть здесь Давай. не требуется вода, да? То есть, да, мы просто обычно. наносим саму краску, но я ее чуть-чуть пожиже сделаю, Ага. чтобы она хорошо, легко наносилась, без комочков, у вас нормально, хорошо выглядела на изделии. То есть вот берем до однородности, и тут тоже сами красите, как хотите. Так, и сколько вот много брать? Много, да. Прям, да? Вот смотрите, да, еще раз. Ага. Когда оно наносится густо, плотно, получается яркий, плотный, насыщенный цвет. А если вот, видите, вот здесь вот, да, тоненько, то получается просвечивает белая глина, цвет получается бледный. Но если есть такая задумка, это тоже можно как бы воплотить, да? Это по желанию. Можно сделать растяжку, полоски, однотон какой-то, да? Тут уже сами смотрите, всегда справа. Это легко. Так. Да, просто представляете. Не торопясь, все медленно. Еще красочки туда. Еще можете. Так, как же мне тогда раскрасить? Хорошо. Я могу же внутри покрасить Да, другого цвета, конечно, конечно. То есть вот, например, нанесли один цвет, туда же можно плести еще один. да? Так, а И- сколько вот слоев необходимо? Ну, у вас уже плотный слой. Уже плотно, в принципе, да? Можно уже внутри приступить делать. Так. В принципе, это быстро, да? Да, это быстро. когда Быстро готово. получается, аккуратно. То есть здесь. Но потом этот декор можно дополнить. То есть вы можете сверху что-то написать, приклеить, сделать ручку. Это уже когда вариант почти Да. готов, да? Да, это мы Ага. уже снимем. Так. И, например, коричневый туда. Так. А беленький еще будет? Так, беленький. Так, насчет беленького. Сама глина просто белая, поэтому я вам сейчас дам другой. Гоп. Вот, отсюда будете красить. Так, кисточку другую возьмите. Давайте. Любую, да? Да, любую.
Но сам вообще, получается, у вас и так уже цвет внутри белый будет. Мгм. Ну, для Мгм. убедительности. То есть можно и не красить, то есть будет Да, будет белый. отличаться совсем не будет, да? Ну, так-то, ну, чуть-чуть, может, этот белее, но вообще Ага. незначительно. Ну ладно, просто чуть-чуть. Да, ну вот можно. это вам надо вот Слегка. наплывы вот эти убрать, потому что они останутся. Все, что вы сделаете, все так и останется. Любые какие-то недочеты, все это сохранится, поэтому надо стараться делать аккуратно Мгм. и критично смотреть на свою работу, скажем так. Так, снаружи покрасить, не покрасить. Может, оставить беленьким? Водичку убрали. Ну, я вообще вижу у вас здесь декор очень красивый, да, в студии. И если так приглядеться, вот почти каждая деталь вот здесь, да, Угу. она из Керамики. керамики. Да. Это все сделано вот Да, руками, это все. вашими руками, руками других мастеров. То Да, есть да, специально. да. Ну, мастерской уже 7 лет. Это самая старая керамическая мастерская уже. в Якутске. И я считаю, что именно с нас вот пошло развитие керамики в Якутии. Потому что вот сколько лет уже люди ходят постоянно, ежедневно. Интерес только нарастает. Вот сейчас открылся союз керамистов, да. То есть многие те, кто там состоят, да, бывали здесь, учились здесь. Так что мы, можно сказать, Прошли через вас, да, получается, мамонты в этом деле в Якутии. Здорово. Тем более мы имеем профессиональное образование. Мастерскую открыла Настя Оганерова, да, хозяйка. Она вот имела такую смелость, и вообще очень я ей благодарна, что она пошла на этот шаг. То есть не благодарна в плане того, что я имею возможность работать, да, с любимым материалом, да, и создавать свои какие-то творческие вещи на базе мастерской. То есть я как художник работаю, да, и делаю художественные работы, участвую в выставках, ну, так же, как и Настя, да. Мы вот очень много лет с этим работаем. Как-то Здорово. так. Так. Ну и теперь сушим опять. Здесь уже будет недолго. Также, ну, секунд 30 или сколько, чтобы она уже отвердела, мы могли ее снять. Так, а я, в принципе, тоже чуть-чуть посушу. А теперь срежем изделие, да? То есть вот немножечко водички. Водичкой прямо. Да, чтобы она по воде разделилась. И какая-то ниточка у вас Леска. специальная. Да, просто лесочка. И мы ее аккуратненько сюда переносим. Пожалуйста. Красота! Да, и теперь второе изделие точно так же. У нас покрупнее. И тоже переносим. О, мягкая. Еще ткань не досушила. Чуть-чуть. Ничего. Видите, оно само как бы свою форму обратно берет. Да, да, да. Ну и все, в принципе, Да? готово. Теперь можем декорировать. Давайте. Ручка делается так. Да, Сперва мы решили просто. сделать ручку на чашечку. Ага. То есть раскатываем просто колбаску. Ну, это комочек большой. Ручку сильно тонкую не делаем. Раскатали. И потом вот возьмите губочку и выжмите хорошо.
одну кусочку. Так. Ну, вот такой колбаски нам хватит. И по ней вот так немножко надо пройтись. Это чтобы она стала, поверхность пластичная, не трескалась. И мы могли спокойно придать ей любую форму. Можно придавить, да. Ну, думаю, придавленная к этой кружке не обязательно. То есть, чтобы была плоская, более прямоугольная, может быть, в сечении, да. Так, и вот смотрите. Любую форму, какую вы хотите, мы придаем. То есть это может быть прямая форма, это может быть петелькой, да, такая. И любая на вашу фантазию. Вот какую хотите. За какую можно делайте. удобнее браться, чтобы вот так прям взять и выпить. Ну, не знаю. Чаю. Мне кажется, вот как бы чуть вот такая была бы, наверное, хорошо, когда здесь есть плоскость. Да? Да. Мне кажется, такая удобная. Сейчас мы, получается, примерно делаем, да? Потому что мы сейчас примерим, посмотрим, как оно нам понравится, не понравится. Если что, будем корректировать. И примеряем. Да? Так. Нравится вам? Нравится. Да? Да. А вам? Вот таким образом примерили. Да. И теперь делаем насечки для того, чтобы хорошо было сцепление. То есть соблюдаем вертикаль. Там, где будут как Да, раз-таки, где у нас будет соединение. Таким образом, потом берем кисточку и Красочку. Да. И ее хорошенечко тут смазываем. Так. Да, и приклеиваем. Сейчас сделаем. Очень тщательно прижимаем. Вот как раз-таки я думаю, что ее и красить не надо, потому что я планировала как раз. Белую. Да. Тогда она останется белой. И вот смотрите, чтобы она не теряла форму, мы ей сделаем подпорочку. Вы здесь можете ей форму откорректировать, как хотите, и уже подпорочку сделать на свой, на свое усмотрение. И аккуратно стык уже мы прокрашиваем. Да. Тут немножечко загладим. Ну да, я думаю, всё. неплохо. Так, и теперь смотрите, вот это все вы приводите тут в порядок, да, чтобы у вас было все аккуратно и красиво. Вот если у вас где-то что-то заморалось, можно, предположим, чуть влажной кисточкой, ну вот это убрать. Да, Все, пожалуйста. Так. Так, а разводов не останется там, да? Вот смотрите, останется все, что вы сделаете. То есть любое ваше Каждый действие, штришок. каждый штришок. Но более мелкие вот эти вот какие-то чуть-чуть неровности, они будут не видны. Поэтому старайтесь просто аккуратно и будет. Можно вот так вот развернуть, да, с этой стороны все тоже хорошенечко подправить, чтобы прилегание было четкое. Скажем так, самая приятная часть, ну, одна из приятных, да, подытоживающих, да, этапов. Мы делаем декор, и я решила остановиться вот на таких вот трафаретиках, которые здесь представлены просто, ну, очень много, да, многообразие большое. Также можно сделать надписи на английском, на русском, еще на каком? На якутском языке даже, да. Ну, я выбрала, фантазия у меня не такая, скажем так, широкая, да, решила остановиться на таком банальном, сделать сердечко. И сейчас под четким руководством Аюши я попробую его сюда отпечатать. Так. Ну, это очень так, да, ответственно. Хоп. Ух ты, правильно все? Все правильно, хорошо. Посмотрите. Ну, мы сейчас продолжим, да, декорировать мою чашечку. Я думаю, в итоге она получится очень красивой, а главное,
авторской, индивидуальной, Да, практически, да, ну не без вашей помощи. Аюша, я хотела бы вас поблагодарить за такой потрясающий мастер-класс. Очень интересно, я делала это впервые. Мне очень понравилось общаться с вами как с мастером. Спасибо. Вам творческих успехов, чтобы Спасибо как можно большое. больше людей узнавало о таком замечательном материале, как глина, да, и занималась творчеством. Аюша, что бы вы хотели пожелать телезрителям нашим? Ну, я хотела бы пожелать побольше творчества в жизни. Приходите в нашу мастерскую. Наши двери открыты всегда, ежедневно, с 10 до 8 вечера. И для каждого, главное. И для каждого, и для детей, и для взрослых, и для влюбленных пар. Пожалуйста, прекрасное времяпровождение и приятные изделия потом Да, для себя. на память. На память и в подарок всегда можно сделать. На этом мы с вами прощаемся. Обязательно результат я вам покажу уже позже, через 2 недели, да, когда уже чашечка будет полностью готова. На этом с вами прощаюсь. Занимайтесь творчеством, посещайте студии и отличного вам дня. Увидимся на Якутия 24.